Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Мои милые, тема сегодняшней осыпочки звучит так. Что он чувствует к вам прямо сейчас? Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на человека, которого любите, либо который вам интересен, представьте его и задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, что ты чувствуешь ко мне прямо сейчас, в эту самую минуту? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте-ка посмотрим, что он чувствует к вам. Его чувства к вам прямо сейчас. Так, ну что, мужчина страдает. Почему-то ваш мужчина очень сильно страдает и переживает. В этом песке очень четко видно, что человек себя чувствует очень одиноким. Прям одиноким, одиночка, да, одинокий волк. Я вижу, что вы к нему расположены, я вижу, что вы к нему стремитесь, я вижу, что вы хотите быть с ним, что вы о нем думаете, что вы о нем мечтаете, что вы протягиваете к нему руку, да, по вот этой вот птичке, да, то есть вы к нему стремитесь. С его же стороны идет просто какая-то безнадежность, что ли, да, то есть вы к нему, он от вас. Мужчина может прятаться, мужчина может не договаривать, что-то скрывать. У него могут быть тайны, секретики. Кстати, мужчина может переживать очень сильную депрессию либо стресс в сегодняшний день, в день, когда вы смотрите это видео. У человека может быть сейчас какая-то пьяная даже истерика, то есть он мог напиться и истерить, что вот никто меня не любит, никому я не нужен и все такое. На самом деле чувства между вами есть. И чувства между вами прекрасные. Но у человека что-то в жизни происходит. Вот как хотите, что-то происходит. Он... Ну вот смотрите, это вы, а это он. Вы вдвоем формируете вот эту арочку сердец. Но при этом, когда в серединку мы смотрим на две ваши души, между вами нету дорожки. Да? По крайней мере, мужчина вот считает, что дорожки между вами нет. Что между вами нет какой-то связи. Что между вами нет, может быть, взаимопонимания. Может быть, вы рассорились накануне. И действительно он сейчас заливает горе алкоголем. Да? Либо тут, конечно, больше похоже, что он пьет, если честно. Либо может быть момент того, что у человека сейчас очень много проблем на работе, с деньгами, в его там рабочей сфере, да, в карьере. И он чувствует себя одиноким, потому что вам он ничего сказать не может, и чтобы вы, например, не переживали. Либо он мог очень крупную ошибку совершить, да, но вы, например, до этого его предупреждали и говорили, что, дружочек, что-то ты делаешь не так и не то. Вот. И сейчас ему очень стыдно признаться, что вы были правы, и что он вас не послушался и совершил что-то плохое, о чем вы предупреждали. Так, мои дорогие, человек страдает, он может даже поплакать, в прямом смысле слова. Ему снятся плохие сны, либо, вот знаете, прям как ужасы какие-то происходят. Он себя очень сильно накручивает на какой-то негатив, на какой-то деструктив. Есть человек, которому он очень сильно разочаровался. Это человек не вы, это человек какая-то другая, либо женщина, либо мужчина, может быть, два человека, вот они стоят. Может быть, они у него что-то забрали, украли, чего-то его лишили. Может быть, даже бывшая, например, не позволяет видеться с детьми, либо он узнал, что бывшая там вышла замуж, да, либо куда-то уехала, переехала. Он не желает, понимаете, вот проблема, что он не желает с вами делиться. То есть он от вас закрылся, он может вам говорить ровно, там, не знаю, 5% от того, что на самом деле происходит у него в голове, в сердце, в чувствах. Он очень много скрывает. Это не то, что он вам не доверяет. Он, наоборот, не желает, чтобы вы в нем как-то разочаровались еще больше, чем... Я не вижу, что вы разочарованы, вот честно, не вижу. Но он почему-то думает, что вот все, она сейчас про меня все узнает, она полностью во мне разочаруется, она меня бросит, она меня оставит, и все. И жизнь моя закончена на этом.
у него как будто бы нету человека рядом, кто бы мог ему дать дельный совет, сказать ему что-то важное, нужное, подсказочку хорошую дать. Я не знаю, человек может быть полностью ограничен, то есть человек может, там, не знаю, в заключениях быть, да, либо человек может быть прикован к постели, да, то есть он может быть болен, и сейчас у него бред. А может быть, человек действительно напился, и у него вот как пьяная истерика случилась. Смотрите, если вы четко знаете, что ваш человек где-то сейчас там на работу работает, и у него все хорошо, это не ваше гадание. Здесь очень тяжелое эмоциональное гадание, даже мне вот прям тяжело его читать. Очень много сомнений, очень много переживаний. А тут желание идти через головы и сквозь стены пробиваться, понимаете? Кстати, мужчина мог вас очень сильно приревновать, прям сказать, что вот все. Может быть, придумал, может быть, где-то с кем-то вас видел, либо что-то там узнал, прочитал какую-то вашу смс-очку. То есть человек сейчас явно не с вами, и у него сейчас просто вот истерика, злость, вот все это смешалось, и он просто в каком-то загнанном положении, он не знает, что делать, куда бежать, как от этого всего избавляться. Его чувство к вам, вас он любит, вот как хотите, вас он любит, но считает, что это любовь какая-то в одни ворота, да, то есть она неразделенная. Вот прям при всем, при том, да, вот он считает, что любовь это неразделенная, что он вас любит, там весь готов отдаться вам, выложиться на полную катушку, а вы такая, знаете, типа принимающая сторона. Сегодня есть настроение, я тебя принимаю, завтра нет настроения, ну иди гуляй дальше. То есть вот этот момент почему-то меня тревожит. Почему он считает, что вы к нему не расположены, да, что вы его просто терпите, да, вы терпите его ухаживание, вы терпите его любовь. Здесь вот именно прямо у человека истерика. Если это пьяная истерика, тогда все понятно. Он почему-то думает о старости, он переживает за старость, он думает, что он останется один, никому не нужен, там, брошенный, на улице, там, на помойке будет жить. То есть у него что-то вообще тут такое происходит странное. Вам он уже пририсовал несколько мужиков, с которыми вы там гуляете, тусите, не знаю, там спите, замуж выходите, детей рожаете. То есть вот у него уже там на вас какой-то отдельный сценарий появился. Когда он об этом думает, ему становится плохо, аж зубами скрипит, начинает еще больше истерить, начинает еще больше пить. И тут же вспоминает, а как же она же моя девочка, начинает вас звать, начинает искать какие-то ваши, может быть, вещи, может быть, там фотографии ваши начинает смотреть, пытается лихорадочно вам что-то там написать, позвонить, последняя цифра, либо там последний момент, чтобы отправить сообщение, и он как бы раз все стирает. То есть понимает, что да, сейчас может натворить чего-то непонятного и неповторимого, вернее, невообразимого, и то, что нельзя будет отменить. Там. Слушайте, если смотрите вечером, вот ночью может звонить, либо писать, что-то интересное будет происходить, потому что человек держаться не может. Если у него не сядет телефон, то он будет вам, может быть, звонить, писать, и вы будете слушать какие-то несвязанные речи, да, либо читать какие-то странные смс, в которых там просто набор букв будет происходить. Мои дорогие, ну что я хочу сказать. У него какой-то кризис случился, и этот кризис налицо. Может быть, этот кризис просто называется алкоголь, либо алкогольная зависимость. А может быть, действительно человек пострадал. Я, если честно, в этом песке ничего не понимаю. Я просто вижу, что у него истерика, он чувствует себя безумно одиноким, вас он любит, обожает, но при этом почему-то считает, что вы его не выбираете, что вы выбираете те, кто там успешный, удачливый и прочее, прочее. Ну, а он типа как бы не дотягивает до этого момента. Вот здесь это прописано. Угу. Смотрите, если вы с ним сейчас встретитесь, либо будете общаться, человек, скорее всего, будет вести себя очень странно. Вы знаете, вот я вижу, что вы к нему расположены. Вы считаете, что вы пара и что вы можете стать парой. А у него тройка идет. У него, понимаете, какие-то третьи лица очень сильно мешают. Видите, у вас двоечка, вот она, а у него тройка. Считаю, что есть люди, которые мешают и что вам не позволят быть вместе, либо в ваши отношения обязательно кто-то третий влезет и все разрушит в этих отношениях.
Мои дорогие, ну, не знаю, по-моему, нет смысла больше смотреть. Я вам все сказала, да, человек вас любит, но при этом вот сейчас у него такое подавленное состояние, и очень сложно считать его истинные чувства, эмоции, мысли, тем более у него очень сильно путаются. А здесь какие-то, вот, знаете, куча каких-то сценариев, но все это похоже на какой-то пьяный бред. В будущем я буду еще делать такие гадания. Извините, что так вот все сбито получилось, но вышло как вышло. Я никогда ради хайпа не буду говорить то, чего не вижу. И, пожалуйста, поймите, не обижайтесь. И дай вам Бог поскорее поговорить с этим человеком и все прояснить. Да. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.